Здравствуйте, мои дорогие любимые! Сегодня мы заденем животрепещущую тему: вернется ли человек живым или вернетесь ли вы живым домой. Это, сами понимаете, тема такая вот очень щекотливая, очень такая мощная, очень кому-то, может быть, страшно смотреть про своих близких или про себя. Но иногда это стоит того, чтобы предупредить о чем-то, или стоит того, чтобы, знаете, вот как-то собраться с духом в жизни. Итак, значит, давайте встряхнем нашего товарища. Черный снег. И приступим к гаданию. Сейчас возьму, зажгу свечу. Вот. Итак, вернется ли человек домой живым? Или вы вернетесь ли домой живым? Можно себя загадывать, можно загадывать кого угодно другого. О ком вам интересно узнать. Это этот человек сейчас. В какое у него сейчас положение, состояние вообще. Итак, камни, значит, розовый кварц, дюмартирит, агат. Так, ну давайте посмотрим монетку нашу. Такая есть монетка, да, нет. Будем ее подбрасывать сейчас. С кого лучше начать? Вы пока выбираете свою позицию. Итак, начать ли с номера 1? Нет. Начать ли с номера 2? Да. Начнем смотреть с номера 2. Остальные я пока уберу в сторону. Так, дюмартирит. Человек сейчас, где он, что он? Ну, карта показывает, что он не один, по крайней мере, это совершенно точно. То есть он находится при ком-то, с кем-то. Вот. И у него как будто какое-то с кем-то, как, не знаю, партнерство какое-то. Может быть, есть товарищ какой-то, с кем вот он держится вместе. Вот именно так, как будто как с кем-то вместе держится сейчас. Ну и сказала бы, что энергия не истощена. То есть, в принципе, с человеком более-менее нормально. Но давайте еще карты добавлять, конечно. Так, да, с человеком все хорошо. И человек в хорошем энергетическом, здоровом, я бы сказала, состоянии. То есть, если вы о человеке об этом беспокоитесь, все нормально так более-менее. Так, будущее, его будущее. Давайте смотреть его будущее. Так. Так, ну смотрите, что говорят карты. Они показывают, что этому человеку нельзя сильно высовываться, сильно рисковать, сильно, вот знаете, как на рожон лезть. То есть судьба, она штука такая, ее нельзя проверять на прочность, вот так могу сказать. Шансы вернуться домой у него есть, у этого человека. Но что-то будет происходить, как обман какой-то от мужчины, возможно, вышестоящего мужчины, так скажем, который над ним стоит, вот, да, как, ну, начальник, допустим, или командир какой-нибудь, и подстава от него идет, и могут что-то его, ну, как судить за что-то. Вот могут за что-то судить после неких очень активных действий. И может попасть именно под какое-то, вы знаете, расследование. В целом, есть еще женщина в будущем, которая будет что-то вредить. Но потом поедет этот человек домой, все равно поедет домой, но один. То есть его товарищ или там где-то остается, или в другую сторону куда-то, да, вот совершенно его относит.
Хотя сейчас он, допустим, с каким-то товарищем, но в будущем этого товарища явно относит вообще в другую сторону. И поедет домой один. И будет чувствовать себя первое время каким-то потерянно, отстраненно одиноким. Вот. Ну, давайте монетку подбросим, да. Так, она у меня из руки прям валится. Пытается выскочить. Да, он вернется домой, этот человек. Уже 100%, да. Ну, как? Гарантии, конечно, я тут это карты, да, но все-таки, если правильно выбрали позицию. Ну и опасностей, говорю, вот много от людей, получается, подстав, каких-то разбирательств по закону, какая-то женщина еще подставляет злая. Вот нужно беречься, нужно научиться беречься. И вот я говорю, не сильно лезть на рожон, не сильно высовываться. Вот когда вот, знаете, какое-то стадное чувство такое, вот не надо лезть в это стадное чувство, да. То есть нужно понимать, что это стадное чувство. И нужно как бы держаться больше всего себя, своей головы, вот как поддерживать голову светлой, чистой, больше разумной, да, чем, так скажем, на импульсы какие-то вестись. Ну, вот такой ответ по первой позиции. Да, этот человек вернется. Так, идем дальше. Какую позицию выбрать? Первую или третью? Давайте посмотрим. Так, первую. Да, первую. Розовый кварц теперь берем. Вернется ли человек живым домой? Может, это вы, может, кто-то другой, да? Какое сейчас состояние? Пятерка кубков. Очень удрученное состояние. Этому человеку сейчас буквально на душе очень плохо. Как будто он уже в каком-то трауре находится. То есть кого-то потерял, возможно. Ну, там из товарищей, да, кого-то потерял. И очень большая печаль на него навалилась в жизни. Вот знаете, как и отток энергии пошел, и вот такая прям черная печаль, я это называю. Вот прям именно состояние некого траура на сегодняшний день. Такое печальное состояние. Так, вспоминает очень много о прошлом, о любви, о своей какой-то половинке, возможно, или как, ну, о семье. Хотелось бы этому человеку уже попасть домой. Но, возможно, это или нет, это другой вопрос. Но хотелось бы, да, хотелось бы попасть домой. Вот. Давайте посмотрим тогда вот его будущее, этого человека. Так. Так, ну смотрите, что говорят вообще карты, да? Этот человек в какой-то момент захочет проявить себя, вот как какое-то, я не знаю, геройство это называется. И в этот момент его поджидает опасность. Поэтому предупредите этого человека, что ему не надо сильно геройствовать, потому что если геройствовать он не будет, то он спокойно, видите, десятка пентаклей, рыцарь жезлов, шестерка мечей, да, приезжает в свою семью, и все с ним будет хорошо. Если сильно решил погеройствовать, ну, как бы, нужно думать головой, куда ты идешь, что ты пытаешься сделать и так далее. И что действительно от тебя зависит. Вот так, наверное. Что действительно зависит от того, что ты кинул себя в это геройство. Потому что если этот человек этим геройством заниматься не станет, ради каких-нибудь там похвалы, медалей или вообще просто импульсивное, да, то он вернется домой, у него родится ребенок у этого человека. То есть это не просто даже домой к ребенку, даже если уже есть дети, у этого человека еще родится ребенок. Это совершенно точно. Карты причем показывают свадьбу или, ну, вновь обретение семьи, или будущую свадьбу, обретение большой силы, уважения в обществе, да. Карты показывают женщину, мужчину и ребенка. То есть именно вот так, семья, вот. И женщина, видите, беременная, то есть у этого человека родится, обязательно родится еще ребенок. Но только если он не будет, видите,
если он не будет дурацки геройствовать, потому что, ну а зачем это геройство, ради чего? Ради чего оно, вот это геройство было, да? Давайте посмотрим, вернется ли этот человек домой на монетке, да или нет. Потому что, я говорю, вот его прям высшие силы сейчас реально предупредили, чтобы он вот это геройство не устраивал. Ага. Ну вот так решила монетка упасть с моей руки. Да, этот человек вернется домой, только вот нужно быть осторожней. Геройство, именно вот слово геройство идет. Лишнее геройство, вот так. То есть не надо никаких геройств вот этих вот, понимаете? Да, хотелось бы, может быть, какую-то медаль. Да, хотелось бы, может быть, какой-то похвалы со стороны всех людей, там, окружающих, ты вообще, там, вообще всех. Но это не стоит делать. Просто не стоит, и все. Потому что это по-другому может обернуться. Так, ну что, будем ли мы смотреть третью позицию? Что вообще скажет монетка? Да, говорит, будем. Значит, агат. И первая карта, а что сейчас с этим человеком на самом деле происходит, да? И мы видим туз пентаклей. Этот человек очень-очень ориентирован на деньги и, в принципе, привлекает сейчас денежную энергию, изобильную энергию. К нему какие-то деньги, ну, правда, идут сейчас, правда, идут. И, в принципе, его состояние неплохое. Я бы сказала, даже на что-то очень человек надеется и рассчитывает, на какой-то счастливый шанс, случай счастливый, на какую-то, вот не знаю, прям возрождение в жизни или похвалу, может быть, вот так. Так, ну добавляем немножко, значит, ага, суд идет, да, какой-то суд и колесница. Решается вопрос, не поехать ли ему куда-то, да. То есть вот этот вот горн, как будто труба зовет куда-то поехать этому человеку, еще куда-то поехать. То есть будут куда-то вызывать, но дело касается, возможно, больших денег. Так, ну и какое будущее его ждет? Но судьба действительно ставит этого человека перед выбором, понимаете? Вообще-то перед выбором ставит судьба. Перед выбором. Выбор касается женщины. Вот как будто, мол, идет ситуация из-за женщины, что как будто она его ставит перед выбором, а не вернуться ли домой, или другой выбор — это поехать куда-то и зарабатывать большие деньги. Почему-то именно большие деньги идут, а если домой, то, мол, денег не будет этих больших, вот так. И женщина этого человека тянет домой как будто, а он хочет зарабатывать большие деньги. И ехать ему нельзя на эти большие деньги, а лучше ехать домой, карты говорят. То есть вот тут выбор идет, да, вот предлагают, огромные деньги прям предлагают, а лучше отказаться от них, потому что это может выйти очень-очень сильно боком. Я бы сказала, даст громадные проблемы. Не факт, что он эти деньги привезет, или не факт, что они ему потом понадобятся. Нужно этого человека вытягивать домой, потому что именно вытягивать слово. Известие какое-то от женщины идет. Причем весть заблудшая, и она его тянет домой. А он как не хочет, вырывается, и вместо этого совершает импульсивный поступок, желая этих денег, и нарывается на огромные проблемы. Поэтому здесь и надо тянуть этого человека домой, и надо. А если вы этот человек, и женщина вас ставит перед этим выбором, сразу же езжайте домой. Сразу же. Так, ну вернется ли этот человек? Видите? Ну тут может быть как? Уговаривать надо так, чтобы вернулся точно, ставить такие ультиматумы и условия, чтобы точно человек вернулся. То есть надавить надо на него и аргументировать это все дело. Потому что здесь прям для этого человека опасная ситуация идет, судя по картам. И именно из-за его желания заработать. Вот не из-за чего-то там, а привлечь больше денег в свою жизнь. То есть дело именно в них, в деньгах, не в чем-то другом, понимаете? Как будто его кто-то будет соблазнять этими деньгами, но в этих деньгах, в этом соблазне есть самая большая ловушка.
Поэтому здесь вот прям очень внимательно нужно быть. Я не говорю, что этот человек помрет там или еще что-то. Не обязательно. Может просто надолго там остаться где-то, уехать там на длительное время и там жить где-то в другом даже месте. Поэтому здесь будьте, конечно, внимательней. Ну, вот такие у нас были сегодня 3 позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.